Дмитрий Владимирович, а по какой причине вы осуществляете съемку? На основании федерального закона. В начале процесса, избирательного процесса, мной было подано уведомление о том, что я буду производить фото, аудио, видеофиксацию. В данном случае вы можете видеть мои материалы, которые предоставлены. Что? Подано в участковую избирательную комиссию. Сейчас в данном случае вы не можете мне запретить снимать что-либо. Сейчас где находитесь? Я сейчас нахожусь участником избирательного процесса, и моя жалоба рассматривается по существу. Нет. Сейчас у нас с вами не избирательный процесс, вы находитесь в Рузаевской территориальной избирательной комиссии. Закон об основании того, что мне нельзя вести аудио, фото, видеофиксацию. У нас кончился избирательный процесс? Нет, он не кончился, Елена Сергеевна. У нас завершен избирательный процесс. Так или иначе, какое обоснование, то, что я веду съемку, незаконно и необоснованно? Вы уведомляли Рузаевскую территориальную избирательную комиссию о том, что вы в присутствии на ее заседаниях будете осуществлять фото- и видеофиксацию. Такого уведомления нам не поступило. Это не обязательно. Избирательный процесс завершен. Поэтому то уведомление, которое вы подавали председателю 464-й избирательной комиссии, окончилось. По этому поводу я с вами искренне не согласен. На мой взгляд, вы вводите меня в заблуждение. Сейчас не хотите, чтобы я фиксировал результаты данной комиссии. Я настаиваю на том, чтобы я производил фото-видеофиксацию. Также я вас уведомляю о том, что я не преследую получение информации чьих-либо персональных данных. В письменном виде уведомлении, пожалуйста, мы будем его Не обязательно письменному. Еще раз, основание запрещения мне ведения фото-видеосъемки. Прямо сейчас напишите. Я могу прямо сейчас вам написать? Мы отложим заседание до рассмотрения. Хорошо, давайте тогда я сейчас прямо на данный момент вам напишу ходатайство в рамках начала данной жалобы. И после этого мы начнем вести работу. Вы согласны? Нет. Мы должны будем рассмотреть ваше ходатайство о том, что вы ведете фото-видеофиксацию, посмотреть правовое обоснование этого момента, отложим ее до рассмотрения. Ну, то есть вы прямо категорически не хотите, чтобы я вас сейчас снимал? Так. Мы хотим действовать. Действия законные, в моих действиях нет ничего. Если что-то в моих действиях нарушает общественный порядок, закон, вы можете сейчас меня... На YouTube уже все видят. Выборы проходят открыто и гласно. Вы можете сейчас вызвать дежурную часть о том и сообщить им об этом. Нет, он сейчас идет. Рассмотрение жалобы по существу... Подавайте письменные жалобы. Может быть, вы письменно подадите? В законах вы должны были подать на следующий день после голосования. Вы подали жалобу после подведения итогов голосования. Итоги голосования были подведены 22 числа, в 12 часов дня. Ну, то есть сейчас категорически, ваше мнение, я так понимаю, вы не хотите, чтобы я вас снимал? Вы в соответствии с законом... Я настаиваю на том, что я не согласен с вами, и я веду аудио, фото, видеофиксацию. Вы письменно будете уведомление писать? Буду. Пишите. Так, предоставьте, пожалуйста, мне время, место и где я могу написать. Вы можете выйти и написать. То есть можно листок с ручкой для уведомления. Не откажите мне в этом удовольствии. А почему у вас такая паника? Вот я начал снимать фото-видеосъемку. Я ничего противозаконного здесь не делаю. В чем проблема? Сразу прямо на рога все это какого, ни в какую. Выбор у нас проходит общественно и гласно. Я думаю, здесь ничего такого незаконного нету. И я вам официально заявляю, что я не преследую получение каких-либо персональных данных. Ну да. Уведомляю вас устно. Я могу вас устно уведомить. Уважаемый член комиссии, уведомляю вас о том, что в рамках рассмотрения моей жалобы по существу, входящий номер 255,
от 22.09.2021 года мной осуществляется видеофиксация данного процесса. Все законно, все обосновано. Сейчас представитель вернется, Заместитель председателя или секретарь сейчас здесь есть? все есть, но есть председатель. По закону, если нет председателя, то Она его функция осуществляет заместитель председателя. На данный момент он отсутствует. Я врачи. А вы не против, если я займу это место? Ну, просто, чтобы удобнее было с документами. Меня снимать не надо, я не люблю, когда меня А снимают. как, почему? Потому что мы сейчас рассмотрим. Ну да, но мне надо как-то вот сейчас документы подготовить. То есть вы против этого? Обоснование? Я не против. Дмитрий Владимирович, Пожалуйста, вы чего вы? председатель, Да. с вами все обсудим. Хорошо. Вы можете? Тогда председатель, зайдите вас. В соответствии с статьей 30 Федерального закона 67 ФЗ вправе снимать с предварительным уведомлением наблюдателя, осуществлять съемку и средства массовой информации, к коим вы не относитесь. Я наблюдатель. В данном Нет, случае вы было... не наблюдатель, вы кандидат. Это первый момент. И второй момент, в ТИК уведомление, в данном случае избирательный процесс закончен, уведомление вы не подавали. Я только что подал уведомление. Сейчас оно рассмотрено и проголосовали против все члены. То есть на каком Мы основании? вам право, большинством голосов, мы вам право съемки за нашего заседания не даем. Поэтому предлагаем вам убрать фото, видео, аудиофиксацию. Все? Полицию вызываем? Вы будете давать пояснения или мы будем рассматривать? Да, я дам пояснение, что ваши действия незаконные и Я необоснованные. понимаю. Вы будете в судья спорить. Ребят, вот честно, что вы устроили вот из этих выборов, вот честно? До чего вы докатили вот этот весь избирательный Видео, процесс? фото, видео, Я съемки, могу полицию вызываем? выступить. Давайте я сам вызову полицию. Вызывайте. Хорошо, вызывайте полицию. Ну, вы не имеете права снимать. Понимаете, мы будем Это законно или рассматривать вашу обоснованно? жалобу. Вы можете сейчас показать вот то, что я не имею права снимать? Покажите, расскажите. Вы уже рассказали. Как же можно уже сказать, если Подожди. человек не знает? Скажите, что за руководство? Да. Закон. Какие? Так, вот, кстати, у вас не было мое уведомление о том, что я уведомляю, что в рамках рассмотрения моей жалобы по существу, входящий номер 255 от 22.09.2021 года, мной осуществляется, ведется видеофиксация. Она прочитала. Все хорошо. Прим. 1. 11 пункт. Можно? Читай вслух. Да, вот этот. 1.1. Представитель средств массовой информации, указанный в пункте 1.2 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии. Представители средства вправе находиться в помещении для голосования в день голосования или в дни досрочного голосования. Здесь не говорится о рассмотрении моей жалобы по существу. Вы В не день представитель голосования, средства массовой информации. здесь говорится о том, что Здесь представитель в дни средств массовой голосования информации. или в досрочные дни. Так что не путайте. Мы не путаем. Я И имею мы полноценное говорим о право представителе. вести Подождите, фото-видеосъемку. почему про наблюдателя? Еще у вас какие-то замечания Вы есть? не имеете права нас Нет, я снимать, имею, мы там вам такое указано. право не Елена даем. Сергеевна, сейчас идет день голосования, либо досрочное голосование, о котором вы говорите в законе. Извините, пожалуйста, сейчас ничего не На мой взгляд, вы в заблуждение вводите всю комиссию и меня в том числе. У вас неправильная статья, я имею полное право. Прочитайте еще раз, как следует. Там говорится совсем другое, про дни голосования. Голосование на данный момент закончено. Но вы не представитель средств массовой информации. Обо мне там ничего не говорится, что я не имею права снимать. В этой статье ничто не сказано, что кандидат не имеет права снимать по существу. Ваши действия незаконные и необоснованные. Они будут мной обжалованы. Какие-либо принуждения со стороны, с вашей стороны тоже расцениваются как давление на кандидата в депутаты. В данном случае участника избирательного процесса. Вот, пожалуйста, производите. Ну давайте еще раз, Елена Сергеевна. Далее, статус наблюдателя.
коим тоже вы не являетесь. Наблюдатель вправе. Это про наблюдателя, а не Да. про меня. Ну, вы кандидат. Ну, Вам это этого про права, в наблюдателя принципе, говорится. никто не Найдите, дал. где кандидат не имеет права снимать, Не имеет. Вас вести вообще аудио, фото, нет. видеофиксацию Вас вообще при нет. рассмотрении жалобы по существу. Вас вообще нет. Найдите этот Но мы момент. вам это право не даем. Ну, мало чего вы не Комиссия даете, у вас нет голосовала таких против. прав. Да как Вы можете нет? давать права Ну, такие только же в граждане рамках... Российской Федерации. Вы в Как данном граждане случае являетесь Российской- членом комиссии. Как гражданин Российской Федерации я вам не давала согласия на обработку своих персональных данных. Да я не обработал ваши персональные Извините данные, я меня, даже их не знаю, я даже не фотовидеофиксация- знаю, честно, как вас зовут. фотовидеофиксация относится к персональным данным. Нет, не относится. Относится. Не относится. Вы вводите в заблуждение. Относится. Вы в заблуждение меня вводите. А в данном Закон о случае в персональных законе данных нигде не почитайте. оговорено. Еще что-то Закон о кому-то персональных поясните или данных нет? почитайте. Да какие персональные данные? Я что, разве ваши паспортные данные вас спрашиваю или еще Фото что-то? также относится к персональным данным. Какие? Фото. Я у вас дома, я к вам домой пришел. Я у вас дома вас снимаю или что? Какая разница? Большая Даже разница. на Вы за улице это деньги не получаете. Вы видите члены комиссии с правом решающего голоса. А точнее, какой у вас статус членов комиссии? с правом решающего голоса. вы правильно Вот, сказали. Тика. Мы будем рассматривать Вы должностные жалобу лица. без А- съемки. Уберите фото-видеосъемку. И вашу жалобу мы будем рассматривать. Рассматривайте. Ну, Вы у вас стесняетесь? пояснений? Каких? Начинайте комиссию. Если что-то в моих действиях, Елена Сергеевна, если вы видите, что в моих действиях содержатся признаки состава административного либо уголовного нарушения, вы можете сейчас вызвать дежурную часть с тем, чтобы они устранили это. У вас телефон под рукой, набирайте 112, вызывайте дежурную часть. И давайте прекращать вот этот цирк. В чем проблема? Уберите фото-видеосъемку, и мы продолжим заседание комиссии. Да продолжайте, я вам что, мешаю что ли? Вы ее даже не успели начать. Хорошо. Нам поступила ваша жалоба. В решении УИК было указано всего, что типа находилось 2 человека. Да, совершенно верно. Ну, здесь ясно, что больше. Да, здесь вы только что видели, что уже три. Соответствует действительности. Да, что 3 человека. Я прошу по существу удовлетворить мою жалобу и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Возможно, я еще что-то кому-то могу пояснить. У вас все? Да? Спасибо. Начинаем рассмотрение жалобы. Ну, я так понимаю, что члены УИК, ну, то есть председатель, секретарь и что там еще, Викулова, да, тоже члены УИК 464-го. Я считаю, что они нарушили постановление, потому что там же четко и ясно указано при завершении работы покинуть и опечатать. Они там до сих пор находились. Это там даже в этом постановлении нет примечания, что при каких условиях они могут там находиться. Вы считаете, что допущенное нарушение с вашей точки зрения не позволяет достоверно определить результаты волеизъявления? Ну, здесь трудно сказать. Просто они нарушили, что они там находятся. Они нарушили постановление. Поэтому есть такое реакция кандидата. А то, что он считает, что это каким-то Ну, он же образом повлияло находился на вместе с итоги. ними и контролировал то, что они делали. Он же не покинул помещение. Однако он просто, ну как вам сказать, Покинул помещение. На видеозаписи есть, где я ухожу. Я выступал в данном случае за честные выборы. Я не хочу, чтобы жилье, то, которое приняло пенсионную реформу, прошло и заново еще ее неоднократно приняло. Вот я за это выступаю. Я выступаю за честные выборы. я считаю, что это нарушение Где состоялось. больше в другом негде смотреть вместе документы. Насколько я понял постановление, его законную силу, вот, то, в общем-то, нарушено. Нарушение есть. Ставим вопрос на голосование. Формулируйте. Так. Кто за то, чтобы удовлетворение жалобы кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия созыва по одномандатному избирательному округу номер 7 Терешин Дмитрий Владимирович отказать в полном объеме? Кто за?
Кто против? Против. Один. Решение принято.